Тамара Адамовна Мазаева, кандидат искусствоведения, доктор философских наук. С 1993 по 1994 была министром культуры Чеченской Республики. Ученым Тамарой Мазаевой опубликовано более 50 научных работ, в том числе 4 монографии и 3 учебных пособия. Мы как бы постепенно подходим к семье Раиса, вот к характеристике чеченской семьи. И я хочу предварить это вот еще одним очень необычным таким элементом в нашей культуре. Это то, как мы говорим о семье. Дело в том, что чеченец никогда не скажет вам «моя семья», «мои дети», «мой двор». Он не скажет так. «Сагус», «сакант», «санан», «сакерт» он не скажет. И эссой нохчимата, нохчирках, я потом буду про бехкихилардуя. Это очень красивая черта у чеченцев, бехкихилар. Не скажет. Как же скажет чеченец? Он скажет наш дом. Он скажет вайкант, вайкерт, вайнан. Почему? Мы всегда задаемся вопросом, почему он так говорит, не называет мое. Это имеет свои корни. Дело в том, что я уже говорила о том, что чеченцы буквально в обозримой своей истории постоянно воевали, да и жили в очень трудных условиях. В Чечне было очень много сирот. Вот знаете, была перепись 1882 года, царские переписи фамильные. Вы можете представить, в этих переписях большинство детей числятся за дядями, за тетями. Вот у него в семье мой племянник живет, то есть отец умер, матери, возможно, нет. В Чечне было очень много сирот. Их и сейчас, к сожалению, немало. И когда чеченец говорил своему собеседнику, разговаривал о семье, говоря «наша семья», он как бы открывал эту семью и для собеседника. Это милосердие, это очень гуманно. То есть он же не знает, возможно, даже если он знает, вот, возможно, у него и нет семьи, у этого у его визави, возможно, и нет семьи. Это было принято, не говорить так, то есть зная о том, что вот могут быть всегда, это как бы я открываю эту семью и для тебя, я и тебя считаю членом своей семьи. Я способен, за этим очень многое стоит, это очень красивая черта. Очень гуманная, очень милосердная, очень красивая. Не говоря уже о том, конечно, большую роль здесь играло и то, что и бехкихилардуй, у чеченцы, ну, особенно мужчины, не принято было говорить о семье вот так вот открыто, понимаете? Ну, я буду потом говорить, это черта ментальности, очень важная черта, мы отдельно об этом поговорим. Вот, то есть вот невозможность открыто выражать чувства вот к своим любимым, близким, это тоже имело место. Но главное, почему это было, потому что этот собеседник, возможно, у него, возможно, не было и не могло быть такой семьи, какая была у тебя. Поэтому говорили «Вай, Фусам, Вайнан, наша мама, твоя тоже, наши дети, твои тоже» и так далее. Но должна вам сказать, что, да, кстати, единственный случай, когда чеченец мог, кому он мог обращаться, мужчина-чеченец, без стеснения, мог быть ласковым, это мать, единственная. И единственный случай, когда чеченец позволял себе плакать, это тоже, когда умирала мать. Во всех остальных случаях слезы на глазах мужчины были невозможны. Вот, понимаете, мы должны, вот, когда мы рассказываем о нашей культуре, не должно быть, что вот у нас лучше, чем у... Нет, у нас так, у других по-иному. Потому что рядом живут народы, а у них мужчины плакали. И сейчас плачут. Идут на тезат и плачут мужчины. Даже не хочется, но он как бы должен плакать. Вот, в Осетии, например, так происходит. У нас было не так. У нас вот чеченцы отличаются тем, что, вот еще раз повторяю, очень культивировались вот этот мужской генотип. Вы знаете, даже в женщинах чеченцы ценили особенно мужские качества. Ее выносливость, ее отважность, смелость. В женщине это же мужские качества.
что она отважная, смелая, да? Ценили ее чувство собственного достоинства и умение защитить свое достоинство. Это ценили даже в женщине, потому что вот культивировался вот этот мужской генотип. Немножко хочу сказать о родстве, вот побольше, еще пока вот до семьи зайдем. Вот это родство чеченцев очень важно было, родственники. И не важно было, вот оно, как бы близость этого родства не гасла на отдаленном родстве. Имел ген велах, гергер велах, ты испытывал к нему чувство. Более того, чеченец на чужбине вообще по этнического чеченца считал родственником. Понимаете? Это родственное чувство очень присуще чеченцам. Вот эта солидарность родственная. Это тоже особенность нашего этноса и нашего народа. Да? Да, идут дерду. Потому что, нет чеченца, вот вообще дойско, что цагергер чем висервацер, хамел милла вещь, цагергер на общего чем висервацер, что, потому что чеченское общество было чрезвычайно закрытым для других и очень открытым внутри себя. Мы все друг от друга знали, все, ничего нельзя было скрыть. Ничего, ни плохое, ни хорошее. Более того, твой успех или твой позор разделяли с тобой твои родственники. Понимаешь? Вот где бы ты не достиг успеха, тебе надо, чтобы твои родственники тобой гордились. Ты хочешь, чтобы тобой гордились. И ты хочешь не только лично для себя вот там сидеть на кухне, радоваться, что ты великий, да? А вот чтобы вот этот клан, род гордился твоими успехами. А вот этот клан, род мог и остановить тебя. Мы будем об этом говорить. Когда надо было, мог остановить тебя. Имел на это право. Вот это родство, оно имело и права, и обязанности для чеченцев. Но сейчас мы говорим о том, насколько чеченец вот уважал это родство, понимаете? Вот этот вопрос, как, когда встречаются два чеченца, какой первый? Да? Это не праздные вопросы. Почему? Да? И там он где-то может сказать. То есть ты, задавая такие вопросы, хочешь узнать, а на что способен этот человек. Да? Он из рода, где достойные люди, или где опозорившие, возможно, себя, да? Пожалуйста, или так далее. Это были не праздные вопросы. И поэтому каждый, особенно мужчина и женщина, чеченцы, берегли честь не только семьи своей, но и рода своего. Вот. Потому что не только они ждали помощи, они еще ответственны были за то, чтобы не опозорить это имя. И, например, могли сказать, да? Это как здорово, да? То есть стыдно было бы девочке из этой семьи вести себя иначе. То есть она ведет себя достойно, потому что она из достойной семьи. Это не говори, цукай худирдер. Иби. А что дальше, да? Вот. Ну, есть у чеченцев очень такая важная вещь, как юаршваттвар. Мы забыли значимость этого. Но главное, что ты не имел права хайгергерна, хайхусам, хайтейп, юаршватту, да? Опустить голову, чтобы они должны были из-за тебя. Тем более, что они не опустят ее, а примут меры. И так далее. Вообще, в чеченской семье, я уже говорила, что не воспитывали вот дидактически. Это могли, правда, делать, это бабушка с дедушкой еще могли бы делать. Но не отец. Отец, мать, мы об этом будем говорить, относились, вы же знаете, как к детям, их не ласкали, к ним не обращались даже. Вот хинцам, я же вам, это чеченец, мужчина, очень редко даже мог увидеть своего ребенка. Это исчез. Даже я имею в виду при посторонних. Не ласкали, не обращали, даже не ругали при посторонних.
Нельзя было. Бехки халардой. Через мать все. Через мать мог сказать. Например, вот даже из синца, сейчас ногче был, и лилу что. Например, мой зять. Вот он, увидев своего сына, когда мог увидеть отец? Когда ребенку грозила опасность. Вот цунца, опасность, увидеть это имеется в виду, ну образно увидеть цунамишт гушу, но тогда он мог принять меры. Есть такой хороший рассказ, он воспроизводится. Щенок чехалабох, я на чеченском сначала скажу. Щенок чехалабох, шахматы лаушаш. А рах лауш чечен шикантхала. За окна, рах гуш. И шикант летта. Еще латвулвила. Так, шей, он мацахольш сан шей лауш ашбол. Цамо вож ешич. От ешинчин, да, докса дахкан, бо вукайлер, бо эцметти гучвейла айл. Эцметти гучвейла айл. Отцеллар дешхалайхум. То есть эти двое детей, то есть двое чеченцев мужчин играли в шахматы. А на улице играли их дети, их сыновья. Сыновья что-то не поделили, подрались. И когда один победил другого, то есть явно победил, отец побежденного тяжело вздохнул. В это время другой он сказал, вот здесь ты, значит, как сказать, попался, вот ты попался. То есть он даже не должен был тяжело вздохнуть, видя. Он показал, что он переживал за своего сына. А есть более трагические вещи. Например, в Ишхо-юрте, вот я могу сказать, это семейный как бы рассказ. В общем, в Ишхо-юрте вот они рассказывают, что отец учил маленького сына на лошади сидеть еще, совсем ребенка, в седле сидеть. И в это время увидел старика-соседа, который идет. Он отпустил поводья, и мальчик просто чудом спасся. Он упал оттуда, но упал с лошади, естественно, ребенок молодой, но он отпустил эти поводья. До того нельзя было проявить вот эти бехки халакой ногчи. И таких примеров очень много, очень много. Я хочу сказать вот такую вещь. Чеченец вот в целом очень позитивно обращен в мир, позитивно. Чеченец любит красивую шутку, чеченцы любят танцевать, любят зажигательные свои танцы, любят свои песни, правда, не такие, которые мы сегодня слышим. Вообще невозможно было. Да? Самое большое, что мог сказать там даже наедине парень, девушки влюбленные, это «Ахсабак бизон», да? Ты наполнила мои глаза. Но вот такого откровения, то, что сейчас... Но чеченец любит, эту музыку любит. То есть позитивно обращен мир. Мы любим своих гостей, мы считаем их как бы даром Аллаха, мы любим и так далее. Вот эта враждебность, о которой говорят, она появляется только, когда его собеседник, его визави совершает или словом, или поступком действие, которое посягает на его честь и достоинство. Вот тогда он проявляет враждебность. Это отмечают все, кто был в Чечне. То, кто был в плену в Чечне, они все это отмечают. Я вот себе много цитат приготовила, но, может быть, мы их как-то вклиним потом. Я не зачитала эти цитаты, но вот, то есть вот эта враждебность, о которой говорят, она проявляется только в том случае, если ты или посягаешь на мою личную свободу и достоинство, или на свободу моей родины, моего народа и так далее. Вот тогда появляется. А так чеченцы очень любят веселиться. Вы посмотрите в шутки, казалось бы, да? Тот, кто не понимает шутку, что такое? То есть даже обижаться нельзя на шутку. Конечно, в этой шутке есть грань, который чеченец прекрасно знает, где нельзя переступить. У тотально вооруженного народа всегда было понимание того, где нельзя переступить. Да? Не по отношению к женщине, ну и так далее. Да? Кстати, у нас есть самая знаменитая энциклопедия Брагауза и Фрона. Вот за этот веселый и
отзывчивый нрав, о чеченцах говорят, их называли французами Кавказа. Вот очень многие народы пытаются это как бы себе присвоить, а достаточно открыть словарь Брагауза и Фрода, и вы это прочитаете, французы Кавказа. Кстати, был очень удивительный случай, это тоже было в Чечне. Был такой, он классик грузинской литературы Александр Казбеги, он князь. Он очень уважал чеченцев, любил чеченцев, ему вот эта фраза принадлежит: большое счастье иметь чеченца другом, и не дай бог иметь его врагом, и так далее. Но он куначествовал с чеченцами, изучал это, нас как бы любил, хорошо относился. И однажды он вместе с чабанами пас отару. Шел прямо с чабанами, одетый как чабан. В это время, я так полагаю, наверное, это были или Дюма, или сопровождавшие его, я не знаю. Ну, в общем, оказались иностранцы, которые, приехавшие вот сюда, в Чечню, скорее всего, вот французы, которые потеряли дорогу. Этот случай описан в литературе достаточно много раз. И не зная, куда им дальше идти, они между собой советуются, и вдруг, говорит, от татары отделился чабан, подошел и на чистейшем французском языке объяснил им, как нужно, куда идти. Но это был, конечно, Александр Казбеги, но это еще говорит, вот мне хотелось рассказать об этом, о его отношении вот, к чеченцам, что, конечно, очень приятно для любого чеченца, но и с французским языком тоже связано, что он подошел и сказал это.